Мы также продолжаем молиться и благословлять как церковь, Иерусалим, Израиль, Господь. В этот день сегодня мы вспоминаем эти жертвы, Господь. И пускай это будет в памяти, Господь, в памяти у общества, у церкви, у нас, как у верующих, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя за Израиль, Господь. И мы сегодня смотрим через Слово Твое, Господь, эти последние времена. Мы смотрим на Тебя, Христос, и мы не можем миновать эту историю Израиля, Господь. И пускай это будет как лакмус для нас, Отец, чтобы наши сердца не были открыты, иметь откровение об Израиле. И мы благословляем во имя Твое, Господь. Сегодня, в этот день, с разными церквями мы стоим в молитве и говорим мир Израилю во все дни во имя Иисуса Христа. Мы благословляем премьер-министра, правительство, Отец. Мы благословляем все, что там есть сегодня у них. Просим, Господь, чтобы Ты дал эту мудрость еще больше свыше, чтобы они могли познавать Тебя, как Господа и Спасителя, драгоценный Иисус. Пускай Божий мир будет на этой стране, на Израиле, на Иерусалиме. И все любящие Господа скажут аминь, аминь. Слава Богу, дорогие, присядьте, пожалуйста. И, конечно, мы коснулись сегодня Израиля. Мы должны были коснуться, потому что Библия об этом учит нас. И вот просто хочу несколько местописаний тоже прочитать. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящие Тебя». Исайя пророк говорит: «Радуйтесь небеса, веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». А Сион говорит: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл тебя. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она и забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мной. И узнают, что я Господь Бог их, когда рассеяв, Иезекииль пишет, между народами опять соберу в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них. И возьму их, вас из народов, соберу вас из всех стран, приведу вас в землю, окроплю вас водой, вы очиститесь, и от идолов ваших очищу». Аминь. И так много мы можем читать в Слове Божьем, этих обетований, откровений. И само послание, это прежде всего послание израильскому народу, прежде всего. Вы знаете, и мы как церковь, мы должны понимать это. Мы должны понимать, если сегодня мы смотрим на Христа, мы не можем миновать это откровение о израильском народе. Я знаю, что по-разному мы относимся к этому. Кто-то критично, кто-то наоборот, но нас учит Библия. И как минимум она говорит нам, чтобы мы молились, благословляли. И знаете, мы говорим о последних временах, и они грядут. И именно вот мы можем на это смотреть только через Израиль. А это связано непосредственно с восстановлением Израиля, с восстановлением храма, с восстановлением Иерусалима. Поэтому призываю вас молиться, молитесь за Израиль, молитесь. Аминь. И также сегодня в этот день много церквей. В том году мы собирали и пожертвования собирали, и мы молились. Это было такое почти суточный, наверное, марафон, если я не ошибаюсь. Вы также можете сегодня, если у вас есть желание, побуждение поучаствовать, вы можете к Светлане подойти и какие-то приношения, и мы их отправим в фонд Эвенезер и на всю эту работу. Потому что сегодня, на самом деле, большой объем они делают, большой объем. Хорошо, давайте склоним голову, мы еще помолимся. Не вставайте, склонитесь, голову склоните. Дорогой Дух Святой, мы благодарим Тебя. Пожалуйста, благослови. Благослови сегодняшнее собрание, послание, Господь. Чтобы эти слова веры, они были растворены в сердцах, Господь. Чтобы Слово Твое, оно разделяло, Отец, наши помышления, чтобы оно давало нам сил, чтобы это не просто была информация, но это была свобода, это было помазание, это была жизнь в Духе, Господь, во имя Иисуса. Благослови моих братьев, сестер, благослови церковь, чтобы вы могли принять, Отец, принять и приумножить это в своей жизни. Во имя Иисуса я молюсь, Господь, чтобы мы переживали встречу с Тобой, чтобы вот на страницах Священного Писания мы имели эти встречи с Тобой, Господь. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Богу. И хочу с вами откровенно поговорить сегодня. Я думаю, нам нужно быть откровенными. И чем больше мы будем откровенными, тем лучше. Аминь. Меня тронула Светлана, когда она выходила сейчас, говорила. И на самом деле подписаться можно только под этим
Действительно так. Бог дал нам дом Матфея. И сама эта история с домом Матфея, которая уже 4 года, знаете, сами по себе мы бы не решились бы, наверное, на этот шаг. Мы думали об этом, говорили несколько лет об этом. У нас были эти люди, которые мы не могли просто держать их в социальном центре, их надо было как-то выделить, но мы понимали ответственность. Мы понимали, что это все, что мы последняя инстанция, вот все после нас, они туда идут, им некуда идти. Это были люди, которые, они с улицы, они старики, они бомжи, они инвалиды, они без документов, которым нужен уход. И не просто, знаете, по откровению, по желанию или по настроению. И когда у нас вот что-то приспичило, мы такие добрые, нет, это все, это уже надо идти. Вот все, я понимал это. Вы все можете уйти, допустим, а они останутся. Они останутся. И, конечно, честно сказать, если бы я не был уверен, что это от Бога, я бы не взял бы это. Но когда пастор Давид позвонил и говорит, а мы размышляли, мы молились, это была такая последняя точка, наверное, когда он говорит, я был в отъезде, и там в Пятигорске ребята некоторые тоже они замутили это, взяли там 4 человек, а потом закончился энтузиазм, финансы закончились, возможности, и они просто ушли заниматься своими делами, а люди остались. И говорит, я не знаю, что делать, Юра, говорит, но мы не можем вот так это оставить, помогите нам. И вот это было последнее. У нас на тот момент уже было 4 человека биологически, у нас были люди, и мы думали об этом. И когда пастор сказал, я получил это как ответ. И мы начали с ребятами, мы согласились, мы начали. И вся эта работа пошла. К чему я говорю? Что вот за это время, я говорю, единицы, драгоценные, единицы, кто подошел и реально поинтересовался. Реально сказал, я могу помочь, я готов помочь. На самом деле, сейчас, знаешь, вопрос не в финансах там. Вопрос не в финансах. Там деньги есть. Вопрос во внимании. Вопрос, что нам просто приехать, помочь, пообщаться. Это старики, вот правильно, глаза пустые, которым жизнь нужна. И знаете, я просто смотрю, и я понимаю, кто-то вообще там не был ни разу, кто-то не подходит, не говорит. И знаете, о чем это говорит? О равнодушии, о безразличии, о безучастности, о том, что мы о себе только думаем. Люди звонят с разных городов, с разных церквей, спрашивают, интересуются, говорят, мы хотим, баптистская церковь здесь, каждую неделю, на протяжении скольких уже? 2 год. 2 год они каждую неделю привозят, вот так привозят. Завтрак, обед, ужин, на сутки на всех этих 15 человек. И знаете, люди имеют откровение, люди понимают, люди хотят участвовать в этом. Но так мало здесь у нас, мы не можем приехать просто там, да помыть их, там нету ни воды, там нету ни газа. Там, кто там служит, это герои веры. Вот они пишут историю, книгу Деяний, если на самом деле. Откровенно говорит, а мы просто как наблюдатели. А мы наблюдатели, мы смотрим наших, и меня это печалит. Дорогие, это так не должно быть. Правда, так не должно быть. Просто поезжайте, просто поговорите с человеком там, сядьте, посидите там с Лидой, не знаю, с Машей, с этими, это много людей, которые просто нуждаются в вашем внимании, церковь. В вашем внимании. Бог дал не просто мне, Бог дал нам, как церкви. Это благословение, которое останется в вашей вечности. Детям это благословение будет. Почему? Потому что Библия четко говорит, я, говорит, презрю. Кого? Сирот, вдов, стариков. Поэтому, знаете, я еще раз вдохновляю. Вы можете, у нас все для этого есть. Вы можете поехать в любой момент. Поговорите с Арсеном. Вам дадут на что поехать, вас отвезут даже. Вас отвезут, дадут, вы с пустыми руками не поедете. Просто пообщайтесь с людьми. Просто посидите со стариками. Просто помолитесь за них. Расскажите, пообщайтесь. Знаете, старшее поколение, они поймут меня. Все дело во внимании. Правда? Во внимании. Давайте будем внимательными. Это наше сердце. Знаешь, это не христианство. Я, знаете, откровенно, я общаюсь с людьми много. И я больше слышу, знаете что? Как, о достатке, о материальном, о суете, о заботе житейской. Чаще надо выходить туда. Выхожу туда, и там в телефонах люди, служение идет.
А работа, деньги, там, заказы. И думаешь, ты пришел сюда за словом, ты пришел сюда к Богу. Работать надо. А то у нас вчера здесь разговор. Работать надо, конечно, надо работать. Но, знаешь, в корне есть раб там. Вот когда у тебя нету Бога в голове, когда у тебя только работа, чтобы только вот ты раб. Прости меня за... Но ты раб. Когда нет у тебя молитвы, нету поста, нету жизни своей, когда ты думаешь только о себе, как бы себя хорошо устроить, ты просто раб. Извини меня. И знаешь, что потом происходит? Потом приходят проблемы. Потом у тебя начинается плоское христианство. Ты начинаешь думать, ты начинаешь обижаться, раздражаться. Потом начинаешь из церкви ходить, бегать туда-сюда, как поплавок тебя носит. И ничего хорошего. Знаете, на этой неделе мы разговаривали там с лидерами церквей разных. И, знаете, мы сидели этот час, мой дух возмутился. О чем говорили? Кто перешел куда? Разделение, обиды, об этом говорили. Я говорю, я не хочу в этом участвовать. Я реально не хочу в этом участвовать. Я не хочу обсуждать здесь с вами, кто перешел, да не ушел. Да пускай, знаешь, вот кто-то один сказал, человек мудрый, твои овечки от тебя не уйдут. Правильно. Человеку комфортно там, да пойдет, пускай идет. Отпущу. Кто хочет идти, отпущу. Не собираюсь держать. Но я не хочу в этом сидеть с ними и заниматься. Я говорю, мы не к этому призваны, дорогие ценные пастора. Люди, посмотрите, сейчас что происходит здесь. Люди умирают. Пообщайтесь с людьми, вы общаетесь. Посмотрите, сколько там страха, депрессии, разочарования. Посмотрите. Ты смотришь телевизор, ты понимаешь, что митинги, вирусы, и люди заражены этим. И вот здесь мы должны ответить, как церковь. Вот здесь мы должны встать. А не просто там верующие, они туда-сюда. Бог научит. Или сами не научатся, Бог научит. Обстоятельства, болезни, финансы научат. Научат. Бог не оставит. Но мы всего призваны туда. На этой неделе мы также разговаривали с министром. Они понимают в нашей работе, там, в доме Матфея, все говорят, там, знаешь, они понимают, что мы не ищем там своего. Вы знаете, в Белорусии есть такое учреждение, они будут там без имен, тоже для стариков, инвалидов, но они там зарабатывают. Там дети могут платить, и там суммы-то, знаете, какие серьезные, я скажу вам. Не каждый потянет, реально не каждый потянет. Там они привезли там старичка, там, оставили на сутки, на двое, на неделю, на месяц, на год, там, и вот только плати, как бы. Но мы-то взяли другую ношу. И знаете, взяли ношу. Бог выше сил-то не дает. Правда, не дает. 4 года и дальше потянем. И знаете, все могут, будет все равно тот, кто понимает, тот имеет желание. И вот министры, они слушают. И мы пришли прямо, сказали, мы не хотим так, почему вы с нами? Вы дали нам это помещение, потом 10 тысяч заплатили. Типа они не знали, что надо строить кухню. Все прекрасно знали. Лично я говорил. А потом пришла проверка, они руками разводят, ты не говорил об этом. Смешно. Потом они сейчас 260 тысяч хотят за землю. Земля, там договор безвозмездного пользования, а нам предъявляют, что вы и за землю должны платить. А потом говорят, а незнание закона же не это. Хорошо, ладно, сейчас мы меньше сделаем это. И чтобы этого не было, мы прямо с этими министрами говорим, почему так? Давайте будем решать, давайте не будем. Если глава сказал вам, дайте, помогите, это разве помощь? Вы просто нас сейчас подставляете. Сидит и покраснел аж. Почему? Потому что он приезжал лично, он понимает, что мы там, что люди там, эти волонтеры, они последние отдают. Помыть, подмыть, воду принести за 100 метров. И всякое разное. А нам некогда не то, что туда. Мы на молитву не можем прийти в пятницу. У нас дни поста были. Я к лидерам говорю, служителям говорю, дорогие, вас не было? Нету, вы не поститесь, ни евангелизации, ни это. Это о чем говорит? Вот. Это не христианство, дорогие, мы ошибаемся. Если христианство только для прибытка, Библия так говорит, это не я говорю. Если христианство только для прибытка, чтобы,
Это не христианство. Поэтому давайте что-то пересмотрим. Лучше пересмотреть. Лучше пересмотреть. Я сегодня еще хочу продолжить. Немного резко говорю. Ну простите, но это у меня, дух мой кричит. Не буду кричать здесь. Могу, но я должен сказать. Это прививка, себе это говорю. Знаете, о себе хочу говорить. Я понимаю, что мы начали, но, драгоценно, мы же должны еще закончить. Мы же должны еще закончить. Если Бог только в моей голове будет, чтобы я свою жизнь обустроил только, как-то неправильно что-то. Что-то неправильно, что-то менять надо. Потому что знаете в чем? Бог поднимет тех, которые ревностные, которые хотят, которые будут иметь откровение о Израиле, о той Матфея, обо всем, которые будут духи, которые будут в видении. Бог поднимет людей. Это процесс не от нас зависящий. Но вопрос к тебе лично. Куда ты, что ты хочешь от Бога? Как ты пройдешь-то? Потому что будет момент, когда ты будешь перед Богом стоять, и Бог спросит, скажешь, ты мог, знал и не делал. И это очень весомо будет. Знаешь, есть истины, есть такие фундаментальные вещи, которых мы не можем и брать их. Мы не можем. Как бы нам они неприятные были, как бы мы не хотели, мы их не уберем. Которые нам необходимы, как верующим, как церкви. Конечно, мы должны славить Бога, молиться, поститься. Пожалуйста, пятница. Драгоценный, давайте будем поститься. Я понимаю, 5 суток вы не могли поститься, кто-то. Но хотя бы сутки поститесь. Сейчас я, через раз, с кем я говорю, у нас поста нету, молитвы нету. А как хотите вы, не пойму. Как вы хотите, если у вас поста, молитвы нету, если во время богослужения мы везде, но не там. Ничего не получится. Конечно, мы должны эти вещи некоторые исполнять. Там приношения мы говорим. Мы говорим, о разных вещах говорим. Но знаете, что еще есть? Важная вещь. Это нести проповедь. Это проповедовать Слово Божие. Это проповедовать. Это благовествовать. Я знаете, что заметил сегодня? Вообще я заметил, что люди открыты сегодня для того, чтобы слышать проповедь Слова. Для Евангелия. Они открыты. Дима, сколько нас покаялось вчера? 3. Когда там каялись только? Люди открыты, мир открыт. Посреди этого хаоса, посреди того, что происходит сегодня, обратите внимание, там всегда будет, где грех, там будет благодать. Люди открыты. Но почему проблема? Мы закрыты. Мы, как церковь, мы так на себе сконцентрировались, так о себе много думаем, так о себя считаем важными, что нам некогда уже проповедовать, нам не посвидетельствовать, поблаговествовать, как угодно назовем, евангелизация или благовестие. Мы закрыты становимся. И это беда. Это беда, я объясню почему. Марка 16 глава, 14 стих. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие. Что я сейчас и делаю? Упрекаю нас, церковь, себя, вас, за неверие и жестокосердие, что увидевшим его воскресшего не поверили, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Не хочу твари говорить. И дальше, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден. Значит, интересно, в одном стихе он упрекает, а потом тут же говорит сразу, идите. И тут же доверяет им, и тут же возлагает на них эту ответственность, и тут же он верит в них. Дальше у верующих же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде. При Господнем содействии и подкреплении слова следующими знамениями. Знаете, несколько лет назад я частично говорил об этом.
И вот Бог положил об этом сказать, потому что вижу, что где-то перекосяк какой-то, тенденция, но не та. Не та. Церковь, у нас рупор должен быть, вот так должен быть. Не где-то там, не где-то отложить. Не копошиться там, кто-то перешел, ушел, там, вот эти, кто-то обиделся, какое-то разделение, и что-то в этом. Нет. Рупор, на устах должно быть другое. Аминь. И знаешь, мы видим, это была последняя встреча Иисуса Христа. Последний разговор, последние слова. Согласись, не будет человек на последнем моменте говорить какую-то ерунду или анекдоты травить. Он будет говорить важные вещи, принципиальные вещи, то, что он хочет оставить, запечатать в людях. И мы видим, Христос, Он говорит здесь об этом. Он говорит о важных вещах. Он говорит, идите, и что говорит? И проповедуйте. Идите по всему миру. Идите. Но нам так сейчас тяжело иногда встать, что мы так обросли, и нам это встать уже тяжело. Нам комфортно стало. В церковь мы не можем прийти, там, на служение не можем прийти. Мы выбираем, а если не повезут, не поеду. А если это, не приду. А если не поздороваются, не пойду. И мы уже, знаешь, как вот так, как в телефоне, с лайками. Хотим лайк сделали, хотим нет. Это перекос. Мы, знаешь, интересно, мы молимся, провозглашаем какие-то вещи, верим за какие-то вещи, говорим, такие как успех, процветание, исцеление, благословение. Аминь. Да и аминь. Я не спорю. Да и аминь. Об этом нужно молиться, в это надо верить, это надо учить. Но на фоне этого всего, вот на фоне этого мы так мало говорим о проповеди Евангелия. На фоне этого. Мы так мало о проповеди Слова Божьего. И это важно. Он говорит, идите. И он говорит, не просто идите и сделайте их здоровыми, сделайте их богатыми, исцелите всех бесов. Да, он это тоже имел в виду. Да, он это тоже имел в виду. Но первое, о чем он говорит? Идите и проповедуйте. Идите и проповедуйте. Знаете, если вот вопрос сейчас задать всем нам. Вот хорошо, задам вопрос. Кто на этой неделе проповедовал кому-то? Поднимите руку, неверующему. Если вот откровенно, неверующему, кому мы, знаешь, я не говорю, что сегодня не звучит проповедь о Христе. Я не говорю, что сегодня люди не каются. Я не говорю. Но я хочу сказать, что этого недостаточно. И недостаточно того, что мы проповедуем за стенами. Недостаточно. Знаете, мы говорим о церкви, о сильной церкви, а внутри сильной. Да, мы говорили 2 собрания только об этом. Первые служения года мы говорили об этом. Но мы должны быть открыты для мира. Не для мира, открыты. Аминь. Знаете, у нас была евангелизация. Я смотрел, и я понимаю состояние церкви. Нету. Если бы центр был. Если бы и то, они, знаешь, они в таком добровольно-принудительном. Да? А были единицы. И я понимаю, что у людей нету этого. Нету понимания, откровения, желания. Нету. Давайте раз в месяц будем делать евангелизацию. Давайте раз в месяц, каждую пятницу последнего месяца, давайте будем выходить на улицу. Даже возьмем этот вызов себе. Ладно, значит, я хоть через себя переступлю, через себя хорошего, через свою плоть, через свою гордость хотя бы. Просто хотя бы посмотрю, поеду на это, накорми ближнего. Посмотрю, что если у тебя постоянно мало у тебя в жизни, а ты поедь посмотри, как другие живут. Я тебе скажу, ты по-другому посмотришь на свою жизнь. Больше благодарности будет. Знаешь, немножко отрезвление придет. При себя придешь. А то, знаешь, попечение о плоти мы превращаем в похоть потом. И потом не остановиться. Не остановиться. А потом, как следствие, мы разочарованы. Потом, как следствие, мы обижены. И потом уже результат. Что здесь? Пастор не такой, пастор наговорил мне, не поздоровался, я пойду туда, в другую. Поймите, в семьях же по-разному бывает.
Ну, правда ведь? Мы же говорим, что это семья. Мы же говорим, и по-разному бывает. Помнишь, когда ты покаялся, вспомни, как ты говорил, как ты свидетельствовал. Вспомни этот огонь, который был в тебе. Вспомни, ты когда пережил эту благодать, эту любовь Божию, ты каким образом ты говорил? Тебя видно было, ты выделялся. Тот огонь в тебе, он выделялся в тебе. Аминь. И знаешь, кто-то, может быть, там, что-то говорил, да он там с головой у него, да что угодно говорили. Но ты понимал. Я помню, я молился, говорил, люди каялись, кто-то уезжал. Потом я заметил, что я перестал таким образом говорить. А потом, знаешь, я уже пастор стал, и и тяжело стало. Все общение вот у меня. Но так не должно быть. Кто-то сказал, что не пастух, а овечки рожают. Да, может быть так, но это никакого извинения, права не дает мне молчать. Не дает. Я должен думать об этом. Я должен пользоваться всякой возможностью. Возможности искать. Возможности искать. Знаешь, независимо от того, как долго мы в церкви, нам нельзя перестать говорить об этом. Потому что люди идут в вечность. И есть два пути. Есть большой и узкий. И кто-то должен встать и остановить. Кто-то должен встать и остановить. И есть, это самое главное, наверное, это приобрести человека для Господа. Самое главное. Мне понравилось, когда Аслан был. Такое послевкусие не осталось. Кто почувствовал? Гукаев Аслан. Послевкусие осталось. Да, радикально. Да, может быть, там он стоял, кричал, молился, и люди там... Но даже я на это был согласен. Он вам, церковь, вызов бросил. Кто-то поверил, кто-то попробовал. Да, я, может быть, сам по себе не понимаю такого, но это была евангелизация нам, может быть, и неверующим. Нам, Боже, прежде всего. Почему? Потому что он понимает, что это важно. Приобрести человека для Бога. И благовестие начинается с меня, с тебя. Это нельзя делегировать. Это нельзя передать кому-то. Оно с тебя, твоя жизнь, она является благовестием, в конце концов. Твоя работа, твой язык, везде, где ты есть, это уже евангелизация. Это призвание наше. Это призвание. И нужен Иисус. И нужен ты, который укажет на Него. Ты, твоя жизнь указывает на Него. Кто-то должен гореть, чтобы зажечь других. Кто-то должен вдохновлять, чтобы вдохновить других. Знаешь, если сердце пастора не горит, я просто элементарно сейчас смотрел пятницу, вот кого нету на молитве пасторов, и людей их нету в группе, и тех из группы, и людей нету. Если он на евангелизации не будет, это так работает, так устроен мир. Но кто-то должен гореть. Иисус всегда тянул людей на улицу. И Он обещал их сделать ловцами кого? Человеков. Знаете, Хадсон Тейлор, великий муж Божий. Как сказал? Он говорит, если бы у меня было 1000 жизней, я бы каждую жизнь отдал бы за Китай. И там было миллионное пробуждение. Да, ты скажешь, я не Хадсон Тейлор. Да, ты не Хадсон Тейлор. Но все равно твоя жизнь, она должна быть семенем, которое должно умереть и принести плод. Потому что если не умрешь, не попадешь никуда. Сирула, пастор, апостол, Свиджи, они с группой людей обошли на этом острове каждый дом зашли. Кто-то должен дать людям шанс. И это ты. Не думай, это я, не думай, это служитель или там кто-то, это ты. Я хочу тебе официально сказать сегодня, это ты. Иисус сказал, это самое главное и важное, мы должны учить народы. Знаете, один из переводов вот этого, не просто надо идти, написано идти во все слои общества. И я рад, что сегодня у нас есть, мы родили это социальное служение. Сегодня мы также хотим родить библейскую школу. Не просто придумать, не просто взять мы хотим, не просто образование, а родить это в духе. Чтобы это как наш Божий конвейер был. Чтобы люди могли иметь снаряжение и высвобождаться в свою судьбу, в свое призвание. Да, может быть, я не евангелист, но я все равно говорю,
Может быть, я не пророк, но я все равно пророчествую. Да, я не учитель, но я все равно учу. Я все равно об этом говорю. Я рад, что сегодня у нас социальное служение. Да, что наркоманы спасаются. Я рад, что мы кормим там, в том городе, в этом городе. Это хорошо, слава Богу. Но мы должны нести слово не только им. Не только им. И знаете, мы можем это делать, но и всем и другим. И спортсменам, и учителям, не знаю, и депутатам, и бизнесменам. И знаете, почему мы там где-то оказываемся? Не просто, чтобы там в этом кабинете министра или там где-то в каком-то кабинете они подумали, какие вы молодцы, вы такую работу делаете, которую никто не делает, и слава Богу за вас. Да нет. Нет, не потому, что он похлопал нам, вам, церковь, это вы. Это вы такие хорошие. Нет, а чтобы мы проповедовали им. Бог приводит нас в эти кабинеты или куда угодно. Куда угодно Он может привести нас, чтобы наши сердца и уста были открыты. Аминь. Аминь. Это, знаешь, это заповедь Христова. Это заповедь. Знаешь, может быть, некоторые хотят, чтобы мы, как вот евангельская церковь, только на этом и остановилась, на наркоманах, вот на этом. Но, знаешь, они и проповедуйте бомжам, вот и проповедуйте там бывшим и их родственникам. Да нет. Нет. Но детям Божьим мы должны нести Евангелие людям, всем, абсолютно всем. 1 Коринфянам 9 глава, 16 стих. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, апостол Павел пишет. Потому что это необходимая обязанность моя. Необходимая обязанность, подчеркиваю. И дальше говорит, горе мне, если я не благовествую. Интересно, да? Так вот, смотри, если перестаем благовествовать, то перестаем, что мы делать? Нести обязанность, написано, выполнять необходимую обязанность, то горе, написано, приходит в нашу жизнь. Знаешь, вот как женщинам, вот если обратиться, если ты перестанешь вот варить борщ, там, заниматься своими обязанностями женскими, вот пришел муж, пришли дети, согласись, ругань будет, непонимание будет. Это, ладно, раз, два, но если это постоянно. Или, допустим, пришел муж, зарплата должен прийти, да, а денег нету. В Аракате пропустил, проел. Кто не был в Аракате, пожалуйста, сходите. Молодцы, Сергей, правда, вот пользуюсь, спасибо всем, столько много отзывов, по городу слышали, молодцы, вкусно готовят, маленькая реклама, кафе Баракат. Но на самом деле, какой женщине понравится, если муж ее, нету денег, проиграл, не знаю, пропил, что угодно, отдал, проел. Если он не будет выполнять свои обязанности, согласись. Согласись, горе будет. Да не бывает такого с нами, аминь. Приходят проблемы, когда человек не выполняет свои обязанности просто. Просто придут проблемы. И каждый должен благовествовать. Это не исключительно для кого-то. Здесь нет исключений. Это заповедь. Заповедь ко всем. И иногда люди думают, что это пастор только должен, служителя должны проповедовать. А я буду ходить в воскресенье. И все. И пускай пойти на реализацию раз в последнюю пятницу месяца, это сидя чаще, это минует меня. Пускай не минует никого. Хорошо? Но это твоя и моя ответственность. Это наша ответственность. Идти, нести эту часть, эту весть. И написано, которые не делают горе им. Горе им. Так Писание говорит, иногда люди удивляются, почему в жизни нет успеха, нет прорыва, нет каких-то вещей. Вроде, знаешь, все делаешь, вроде но на одном месте стоишь. И вот одной из причин вот это может быть. В твою жизнь может прийти проблема, потому что ты не выполняешь обязательства свои, как верующий человек. И знаешь, или ты думаешь, ты будешь непослушен Богу, а Бог будет только свою часть делать? Вы хотели бы так, да, может быть? Да, может быть, и временно так и будет. Может быть, до какого-то времени. Но знаете как? Далеко не уедешь на спущенных этих колесах.
Евангелие от Марка написано, они пошли и проповедовали везде. Везде. При Господнем содействии. Мне нравится здесь слово «везде». Где Бог не поставил, везде. Пошел в парикмахерскую, там проповедую. В кафе зашел, там попить кофе, я проповедую. С кем-то встретился, столкнулся, я думаю, Бог, дай мне эту возможность открыть свои уста. Да, правда, мне тяжело проповедовать на улице. Но поэтому я понимаю, что я не хочу сам. Я не евангелист, и я прошу у Бога мудрости, чтобы Он приводил в жизнь моих людей с открытым сердцем. И знаешь, Он всегда приводит, Он всегда отвечает. Когда ты открыт, Он отвечает. И написано Господнее содействие. Это так важно в нашей жизни, Божье содействие. Так важно. Оно не приходит само по себе, дорогие. Да, благодать есть, и мы возрастаем в благодати. Да, есть благодать, есть. Но знаешь, это не так, что ты будешь просто в телефоне или в сериале, или в соцсетях только, в сериале каком-то, и ждать этого Господнего содействия. Что-то не то. Понимаете, о чем речь? Но написано здесь, содействие приходит, когда ты начинаешь проповедовать, благовествовать, когда ты уста открыты, знамения, чудеса, сила Божия явлена тогда. Посмотрите, именно в служении евангелиста, почитайте вот эти книги о генералах веры. Именно там больше всего мы увидим. Там воскрешение, там чудеса. Там Бог творит другую историю. Там невозможно становится возможным. Бог подкрепляет свои слова. Аминь. Если ты ищешь содействия Божьего, тогда начни пробовать, возлагать руки, говорить. Дальше в 17 стихе написано: «Ибо если я делаю это добровольно, то буду иметь и награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мое служение мне». Знаешь, что-то не добровольно, а кто-то вообще никак, а кто-то вообще не проповедует. Нужно, дорогие, переступить, победить свой страх, свою плоть, свою гордость. Сейчас, ведь то хочу сказать, 2 года вчера было, как они там вступили на землю, Туапсинскую. Арсен мне рассказывал, они первый раз были на евангелизации. И Виталик тоже рассказывал. Первый раз, когда привезли, он хотел вообще уйти из центра. Он хотел уйти. Это была истерика. Страх был. Эмоции там. Но что он сделал? Он переступил. И сегодня он пастор. А вот просто вопрос, а если бы он не переступил бы тогда? Вроде банально, да? Что такого? На улице привезли его, чтобы он проповедовать. А если бы не переступил бы через себя? Мог бы он в следующий раз переступить? И вообще вошел бы он сегодня? И вообще был бы он женат? И был бы он... И вот вообще, вот как в целом? Да? Интересный вопрос. Мы не будем отвечать на него. Мы просто подумаем. В 18 стихе написано: «За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуюсь моей властью в благовествовании, ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Сие же дело для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Интересно, да, вот Павел, человек горячий, ревностный, ученик, имел откровение, отношения с Богом. И он реально понимал, что люди, которые не посвятят свою жизнь Богу, если они переживут молитву покаяния, если они не призывают имя Христа, они обречены. Они обречены. Некоторые говорят в душе: я верю в Бога. Слышали так часто об этом? Но знаешь, если покопаться там, они верят во что угодно, только не во что, то, что нужно. И эта вера во то, что они верят, это не та вера, которая спасает. Почему? Потому что Библия говорит однозначно: именем Его надлежит нам спастись.
именем, вот именно вера Сына Божьего. Именно вера Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. Библия говорит, нету другого имени, нету. Как угодно какие-то доводы философские, там, умные, тем более пояснения, если сказать. Но Библия четко говорит нам одним именем. И знаешь, давайте не будем обольщать себя, нас окружает так много этих язычников, которые маскируются под верующих, которые идут не туда, которые просто обречены. И знаешь, наша задача сделать, вот, как задача церкви, нас, это сделать имя Иисуса Христа здесь известным в этом городе. Вот наша задача, вот наше призвание, вот это привилегия, к чему Бог нас призвал. Это обязанность церкви. Это не просто обязанность моя, и там какого-то служителя, какого-то пастора, там домашней группы. Нет. Это обязанность каждого верующего. И Библия говорит четко, горе нам, если мы это не делаем. Знаешь, мы реально живем в хорошее время, да? Замечательное время, благодатное время, где нету гонений. Мы даже не знаем, что гонения, мы понятия не имеем, что гонения. Хотя, знаешь, всю историю были, и сегодня в нашем современном мире есть и гонения. Люди погибают за Христа. Люди погибают реально. И знаете, в этом веке больше было, чем за всю историю за Христа погибло. И знаете, мы иногда думаем, что люди, они уже знают о нем. И мы тем самым как бы себя успокаиваем. И так все знают о Христе. Знаешь, может быть, многие и слышали краем уха. Может быть, некоторые и размышляли о том, что там есть что-то больше. Но наша задача, чтобы эти люди что сделали? Уверовали и крестились. Почему? Потому что написано, уверуют и крестятся, и будут спасены. Наша задача познакомить их. Не просто, чтобы они слышали о нем. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. И знаешь, интересно, Павел не зацикливался на какой-то одной группе людей. Он проповедовал везде. Он говорил, я должен всем, и эллины, и варварам, свободным, и рабам, я всем должен. Он не ограничивался только наркоманами, и вот их родственниками, и алкоголиками, или бомжами. Нет. Но везде, во все слои он понимал, что еще есть так много культурных, так называемых в кавычках, грешников, которые просто идут в ад. Идут в ад. Знаешь, если их не остановить, они пойдут в ад. Я могу купить сегодня билет и полететь самолетом в Москву. Могу поездом, да, сутки. За 2 часа могу поездом, могу на велосипеде сесть по весне. Сколько там, неделя, да, как в среднем, плюс-минус, не знаю. Можно пешком пойти по рейсам. И вот так же сегодня, так же. Тут ты колесо там употребляют, они самолетом летят вниз. А кто-то, может быть, он порядочный, неплохой. Не пил, не курил, не обманывал. Но знаешь, Библия говорит, если он не верит в Христа, он уже обречен. И вот таким образом он шаг за шагом, потихоньку, да, может медленно, не так, как мы там, некоторые, вот так, вниз, но все равно в ад. Но все равно не туда, но все равно не в том направлении, но все равно. Поэтому Павел говорит, я для всех стал всем, чтобы хоть кого-то приобрести, больше приобрести. В твоей жизни, не знаю, вокруг тебя есть люди, которых только ты можешь достигнуть, только ты. Я не знаю, на работе там, на учебе, бизнес, там, не знаю, что угодно, в кабинете сидишь. Вот все люди, которых Бог тебе дал, они для этого тебе даны. Что ты не будешь, Бог рассчитывает на тебя, что ты не просто будешь в тряпочку молчать. Нет. Но чтобы ты начнешь молиться и как-то являть Христа. Да, не только словами, но еще и делом. Потому что иногда мы так, видно, всем так сделаем, что у человека такое впечатление о христианстве, что страшно становится. Поэтому мудрость нужна нам. Римлянам 1 глава, 13 стих. 1 глава, 13 стих. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам. Но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невежам.
Мы видим, Иисус, Он не делит людей на национальности, на слои, богатые, бедные, черные, там, белые. Нет, Он говорит всем. Мы должны проповедовать всем. В 15 стихе. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь». Подчеркиваю это слово. «Не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Вот оно, Евангелие, дорогие. Это можно вот вырвать. Это основное. Это контекст. Он говорит, я не стыдусь благовествования. Посмотри на соседа. Толкать не надо. Говорит, не стыдись Евангелия. Не стыдись. Перестань стыдиться своего Господа. Перестань. Знаешь, Библия говорит, Он прекраснее всех сынов человеческих, да? Он прекраснее всех сынов. Писание говорит, Он царь царей. И дальше Он говорит, идите и проповедуйте, и расскажите, что я сделал. Другими словами, будьте мне свидетелями. Знаешь, некоторые говорят, да не поймут меня, да как я могу, смеяться будут. Да без разницы, Пускай смеются, пускай не понимают. У них, знаешь, ум ослеплен, обольщение у них, они не понимают. Но потом через время, возможно, подойдет тебе и скажет, большое тебе спасибо. Спасибо, что ты говорил мне. Нам всем кто-то проповедовал, нам всем кто-то говорил. Каждому из нас, каждому. Кто-то молился, а кто-то говорил. Каждому. Но кто-то должен сказать, друзья, вы не туда идете, вы летите не туда. Аминь. Павел говорит, написано, я должен всем. Представляешь, люди даже не понимают, что ты им должен. Сейчас 1000 рублей покажи, так хоп, у тебя очередь выстроится. Но на самом деле ты должен. Ты должен всем. Так Библия говорит. Ты должен им Христа. И также она говорит, да не останемся мы никому должны. Так же она говорит. Не оставайся должен никому и ничем, кроме взаимной любви. То есть мы должны поделиться. Знаешь, я в последнее время сейчас обращаю внимание, мы слышим так много печальных известий со всеми этими событиями. Похороны, люди умирают, люди уходят. По разным причинам, по разным. Но знаешь, люди умирают, не примирившись с Богом, и идут в ад. Вот о чем я говорю. Думаем ли мы об этом? Размышляем ли мы об этом? Задаем ли мы себе этот вопрос? А вопрос серьезный. Потому что отпевать человека уже поздно. Он при жизни должен сделать выбор. Знаешь, это наши друзья, знакомые, родственники. Сейчас буквально узнал, у меня родственница одна сейчас вот лежит, 90 лет. Вот прямо перед собранием узнал. То есть, дорогие, к чему это все? Может быть, грубо, жестко говорю, простите меня, но нам нужно проснуться. Нам нужно проснуться. Бодрствовать нам надо. Потому что потом может быть поздно быть. Да, это как прививка, да, больно кому-то, может быть, неприятно, может быть. Но нам важно проснуться. Знаешь, я слышал об одном богатом бизнесмене в Америке. Несколько заводов у него. Он раз там в полгода или в год приглашает евангелиста и дает эту возможность. И он проповедует. И он служит. И потом люди выходят, каются. Богатый заводчик. И даже, конечно, люди в рабочее время. Он не только, знаешь, заботится о своем кармане. Он не только даже заботится о том, чтобы его подопечные, они себя хорошо чувствовали. Нет, он еще заботится о том, чтобы они правильно пошли потом. Он понимает об этом. Он понимает об этом. Знаешь, я слышал тоже историю одну. Один пастор говорит, давайте приведем всех по одному человеку на следующее собрание. Если не приведете, не приходите.
Я так, честно говоря, не осмелился бы сказать вам. Это может быть. Попробовать. И вот одна женщина там, она серьезно отнеслась к этому предложению. Молилась, искала, никого не нашла. Неделя проходит к концу. И вот она едет в такси и говорит таксисту: давайте я заплачу за 2 часа, ты просто посидишь. Ну, тот, что заплатит, что ему, конечно, думаю, закрою уши и буду сидеть. Сел, закрыл уши, и тут посередине проповеди стало интересно ему, открыл, и в этот момент пастор говорит: имеющий уши слышать, да, слушает. И все, уже больше он никуда не положил, он испугался, дослушал до конца, Бог коснулся. На самом деле мы не знаем, как Бог касается. Мы не знаем. Мы знаем, что у Бога есть правильное время для каждого. Ну и факт то, что он вышел, покаялся, потом подходит к этой женщине и говорит: спасибо, говорит, что ты была настойчива, отдал деньги. Интересно, да? То есть мы должны искать эти возможности. Искать, я не знаю, будь какие-то творческим, мыслительным в этом плане. Пообещать там в кафе, я не знаю, суши. Ну что такое 50 рублей? Это мелочи по сравнению с чьей-то жизнью. Знаешь, интересно, помните, написано: приведите. Убедите. Помните, он говорит: выйди, приведи, убеди и приведи их в дом, на пир. Помните? То есть привести это какое-то действие. И, возможно, вопреки. Вопреки человек не хотел, его привели. И Бог пришел. И Бог коснулся. И иногда кого-то надо вырвать. И иногда кого-то надо купить, не знаю, там, помните, где-то за 5000 мы купили его. И представьте, он не принял эту возможность, он не взял, и он умер. А Бог стучался. А Бог стучался. И сколько такого вокруг нас? Скольким Бог стучится сегодня? Многим. И Он хочет, конечно, использовать тебя и меня. Тебя и меня. Аминь. То есть мы должны искать любую возможность, любую, чтобы использовать ее, чтобы проповедовать Евангелие. И пускай что угодно говорят: ты ненормальный, ты сектант, там, пускай, как угодно. Но ты не знаешь, что дальше. На небе они будут говорить тебе спасибо. Подойдет тебе, руку протянет, скажет, обнимет: как хорошо, что ты там настоял. Как хорошо, спасибо тебе, что ты позволил, что ты говорил мне, что ты проповедовал мне. Аминь. Он сказал: идите, научите все народы. Он говорит: будьте свидетелями. Везде. Знаешь, нам не нужно рассказывать эти истории из книги Откровения про черных, там, пегих всадников. Это не нужно. Только свидетель. Ты видел, ты слышал, и ты знаешь. Все. Все просто. Если ты не знаешь, все на самом деле просто. Расскажи, что было, расскажи, что стало. Будь свидетелем. Скажи, это сделал Бог в моей жизни. Этого достаточно. Этого достаточно. Рассказать. Людям не нужны долгие эти лекции, проповеди, твои там глубокие откровения. Знаете, Симонян проводил школу даров, там, пророчеств. И знаете, одна из тем его была: говорит, найди свою платформу, найди свою кафедру, говорил. Иди к людям, другими словами. Каждый, Бог хочет использовать каждого, у каждого есть призвание. И вот начни это быть свидетелями. Об этом он говорил. Найди свою платформу. Найди. Ты свидетель Иисуса Христа. Ты свидетель. Помните историю, которая произошла с Нейманом? Помните? Давайте ее прочитаем. 4 Царство, 5 глава, 1 стих. Сирийский военачальник Нейман был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирянинам. И человек был отличный воин, но прокаженный. Сирийцы однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: вот если бы господин мой побывал у пророка,
который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, так и так говорит девочка, которая из земли израильской. Аминь. И, вы знаете, да, многие, чем закончится эта история. Он поехал в Израиль и исцелился там. Знаете, что я хочу сказать? Что вокруг нас так много этих Нейманов сегодня. С виду респектабельные, успешные, богатые. С виду все хорошо. Вроде счастливые люди, но внутри проказа. Но внутри какая-то проблема, какой-то грех, какое-то проклятие. Что-то съедает, что-то разъедает, что-то убивает. И знаете, что интересно, ему, может быть, ни психолог даже не поможет, и деньги не помогут. Ему нужен Иисус. Почему этот человек, он исцелился и спасся? Почему? Я верю, что вот мы когда придем на небеса, мы увидим этого Неймана. Почему? Потому что мы читая дальше, мы видим, что он там он преобразился, он изменился, мышление его изменилось, он не стал, написано, там поклоняться этим идолам, но поклонялся Богу живому. Но вопрос, почему? Почему он исцелился и спасся? Вот именно. Аминь. Потому что была одна маленькая девочка, рабыня, служанка. Мы даже имени ее не знаем. Все просто несколько слов о ней, которая не испугалась, которая не сказала, хотя она могла сказать, да быстрее бы ты не испугалась сказать своей госпоже, не испугалась своего положения, другими словами. Знаешь, возможно, этот человек хорошо к тебе относился, возможно, к семье относился хорошо, к детям, возможно, но у него была проблема, которую он не мог решить, никакие деньги, ничего. Вы знаете, у меня есть друг, успешный, преуспевающий адвокат в Москве. Богатый человек. Ни семьи, ни детей. Все есть. Карьера, работа, живет по 100% там. Деньги, может позволить себе несколько квартир, туда-сюда. Раз в месяц, раз в неделю, не знаю, где только не бывает. И я знаю, он этим жил. Радовался. Но когда мы начали... И такой даже у него подход такой от орел. Сильного, уверенного, успешного. А начали говорить, такая пустота, такая дыра там. И знаешь, и этот коньяк ночами ему не помогает, оказывается. Эти успокоители не помогают. И он это понимает и признает, что проказа. Осознает и проказа, и все. И ничего, ничто. И деньги несут удовлетворение. И ни общение, ничего. Просто прячется. Маскарад, маска. Кстати, мы также потом в его Мерседесе помолились, и он покаялся. Слава Богу. Даже и вокруг нас полно этих людей. Вокруг нас полно этих Нейманов, которые имеют проказу и не могут исцелиться. Которые не могут исцелиться, мучают, страдают. И знаешь, их нужно привести в церковь, их нужно привести к Иисусу. Их нужно привести к Иисусу. Им нужно, Библия говорит, омыть бани водные посредством Слова Божьего. Аминь. Как Нейман. Он приехал, окунулся и получил это исцеление. Вначале приехал гордый такой, да, помните? Чем мне идти, Иордан, чем сирийские реки хуже? Чем мне это ваше слово жизни? Моя православная церковь, что мне? Попробуй. Пробовал, ведь не получается. Попробуй послушать. Может, получится. Интересно, когда Нейман приехал, помните, пророк даже не вышел. Мы иногда боимся привести человека, языки напугается. Мы подбираем еще когда привести, куда привести. А вдруг пастор что-то скажет. А вдруг он что-то подумает. Да послушай, Нейман был счастлив. Пришел и был счастлив. И даже пророк ему иди, говорит, даже не вышел, иди окунись, и все будет хорошо. Помните эту историю до конца. Значит, мы не знаем, мы должны доверять Богу. Бог спасает, Бог исцеляет. Мы должны, драгоценных, к чему я говорю? Мы должны этим людям Иисуса Христа. Вот к этому Бог призвал.
Вот об этом мы говорим. Библейская школа, служение, чтобы Твоего Христа было в тебе видно. Не плоть Твою, такую раненую, обиженную, недовольную, разочарованную, вечно хотящую. Мы все проходим. Я не обличаю, поймите правильно. Я не кидаю камень. Мы все проходим. И я, вы, мы все проходим. Это наша жизнь. И мы должны это пройти. И мы должны научиться проходить. И Бог дал нам слово веры для чего? Чтобы мы научились проходить, о чем говорит пастор Федор. О внутреннем состоянии, чтобы это все проходить правильно, достойно, должно. Не завариться, не закрыться, не сказать, да что вы идите все лесом. Но чтобы вы научились. Потому что тогда, когда там в тебе эта плоть кричит, его не видно, твоего Христа, его не видно. Ты можешь делать вид такого блаженного, верующего, но плоды говорят. Плоды говорят. Не только твои уста, но плоды. И вот Христа должно быть видно. И тогда уже пошла проповедь Евангелия. Твой образ жизни, твои уста, твоя жизнь и все остальное, что у тебя есть, а оно все проповедует о нем. Все. И эти неиманы, они ждут этого. Они ждут. Полно людей, они кажутся, о чем я говорю, богатыми, счастливыми, успешными, но внутри они не такие, они плачут по ночам, у них депрессия, пустота, успокоительные пьют или что-то еще. Но наши люди не могут решить эту проблему. И мы даже по факту не можем решить ее. Ее решает только один. Он может решить. Он. Он решает. А что мы можем? Мы можем дать шанс. Мы можем исполнить свой долг. Мы можем начать молиться, привести, показать им этого Христа. Посвидетельствовать, попроповедовать, сказать, что Он сделал для нас. Выполнить свою обязанность, о которой мы говорили. И тогда горе, возможно, в жизни этих людей оно остановится. Аминь.